Добрый день, уважаемые гости. Я рад приветствовать вас в пресс-центре Международного информационного агентства «Россия сегодня». Как вы знаете, вчера в столице Казахстана, Астане, завершился 5-й раунд переговоров по Сирии. Значит, вот нам показывают сейчас фотографию Стефана де Мистуры. По его оценкам, значит, никакого прорыва. По сути дела, он заявил, что там ни о чем не договорились, потому что он сказал так, что вот в Женеве, наверное, тоже ничего ждать не придется на ближайшем заседании переговоров в Женеве. А с другой стороны, и наш МИД, и совместное заявление, которое было, звучит более оптимистично, что все-таки до чего-то удалось договориться, удалось консолидировать прекращение огня по каким-то гуманитарным вопросам, в частности, по беженцам, по гуманитарной помощи есть определенные подвижки. Но по главному, по определению и фиксации зон деэскалации договориться не удалось. Значит, создали рабочую группу, которая будет 1-2 августа собираться в Иране и дорабатывать те вопросы, которые не сумели согласовать позавчера и вчера в Астане. Значит, вот тема нашей сегодняшней встречи – это как раз итоги переговоров в Астане, о чем конкретно удалось договориться, что помешало выйти на создание зон деэскалации. Вот. Но, отталкиваясь от этого информационного повода, мы хотели бы поговорить и о ситуации вокруг Сирии в более широком плане. Что происходит, насколько перспективно, реальные перспективы достижения мирного регулирования, насколько опасны провокационные заявления Соединенных Штатов относительно всех этих бесконечных красных линий, в данном случае в связи с возможным применением химического оружия, насколько опасна ситуация на севере, я имею в виду курдский фактор и Турцию и так далее. Вопросов у вас тоже, наверное, окажется немало. Я вам представлю участников нашего сегодняшнего круглого стола. Это старший научный сотрудник Центра арабских и исламских исследований Института востоковедения Борис Васильевич Долгов, заместитель директора Института стран СНГ, военный эксперт Владимир Валерьевич Евсеев, президент Российского общества солидарности и сотрудничества с курдским народом Юрий Шамильевич Набиев и еще один представитель Института востоковедения, старший научный сотрудник Центра арабских и исламских исследований Константин Михайлович Труевцев. Владимир Валерьевич, вам как военному эксперту, значит, коль скоро там военные вопросы обсуждались прежде всего в Астане, первому слову, пожалуйста. Большое спасибо. Мне хотелось бы затронуть как ситуацию в Сирии, так и некий бэкграунд, который способствовал этой ситуации, а также будет подталкивать к реализации некоторых сценариев на территории Сирии. Совершенно было понятно, что когда был поднят вопрос о создании зон деэскалации, это случилось после визита Реджепа Эрдогана в Российскую Федерацию, договоренности его с президентом Владимиром Путиным. Тогда предполагалось, что некоторая часть вооруженного конфликта будет заморожена. Это было обусловлено тем обстоятельством, что сирийская национальная армия имеет ограниченный военный потенциал, и одновременно воевать с исламским государством и воевать там с Джабхат ан-Нусра и другими радикальными организациями просто не было сил. Поэтому предполагалось в некоторой части конфликта заморозить ситуацию, для того, чтобы можно было победить исламское государство, а потом можно было уже вернуться к рассмотрению уже вопросов в этих зонах деэскалации. Однако здесь вот, ситуацию в зонах деэскалации можно было стабилизировать только при активной поддержке со стороны Турции. И здесь мы попали в достаточно сложную ситуацию, когда Турция вначале согласилась на эту инициативу, а потом стала выдвигать собственные условия, при которых она может продолжать двигаться в этом направлении. То есть, в частности, возникла проблема так называемого Африна, потому что для Турции принципиально важно установить контроль над этим кантоном, что является неприемлемо для остальных игроков, в частности, для Российской Федерации.
Именно поэтому Россия, по некоторым данным, имеет там ограниченное военное присутствие в Африне. Во всяком случае, Россия не хотела бы повторять некую ситуацию, которая была в Манбидже, когда пришлось в буферную зону вводить спецназ для раздела как протурецких сил и прокурдских. Вот в данном случае ситуация Африна, она по сути, проблема Африна, как ее видят в Анкаре, она фактически сорвала переговоры в Астане, я это полагаю. И поэтому вот это была основная проблема, почему не удалось договориться по зонам деэскалации. Потому что если говорить о зонах деэскалации, то здесь два основных игрока – это Россия и Турция. Хотя астанинский формат предполагает сотрудничество 3 государств, однако цели этих государств несколько разные. И они частично были реализованы. В частности, Иран смог пробить тот коридор, о котором он давно мечтал. Ему удалось пробить коридор в Ирак. Этот коридор активно пробивался с помощью ливанского движения Хизбалла. Были переброшены часть сил из провинции Алеппо. Вот. Фоном для этого еще было достаточно успехи сирийской армии. Это фактически освобождение провинции Алеппо от радикалов, освобождение восточной части провинции Хама и успехи в провинции Хомс. То есть вот эта вся ситуация, она могла бы создать позитив, но в том случае, если бы Турция пошла на некие договоренности. Однако Турция на эти договоренности не пошла, и это послужило одной из причин, почему не удалось добиться серьезного успеха на 5-м раунде переговоров в Астане. Второе, почему не удалось добиться, я считаю, это неконструктивная позиция Соединенных Штатов Америки. Для Соединенных Штатов Америки оптимальным в Сирии было бы сотрудничество с Российской Федерацией, однако, к сожалению, в Соединенных Штатах Америки начинают возобладать те люди, которые по своему духу очень близки к той политике, которая проводилась во время администрации Джорджа Буша-младшего. Это видно по тем действиям, которые администрация предпринимает. Ну, как вы знаете, проявлением этого был удар крылатыми ракетками «Томагавк» по сирийской военно-воздушной базе, который выявил их абсолютную неготовность к боевому применению в условиях радиоэлектронной борьбы. В настоящее время эта проблема решается. Тем не менее, я считаю, что именно вот этот негативный опыт удерживает США от резкого усиления именно ставки на силовой компонент в Сирии, что, например, резко контрастирует с тем, что происходит на Корейском полуострове. Как вы знаете, Россия и Китай предложили собственную резолюцию по Северной Корее. В рамках этой резолюции предлагалась приостановка ракетно-ядерной программы Северной Кореи в обмен на приостановку совместных учений США с другими государствами. И как на это отреагировали США? Если бы США готовы были идти на компромисс, в этом случае они могли бы обсудить, что можно сделать для нормализации ситуации на Корейском полуострове. Вместо этого США фактически выставили ультиматум Китаю, заявив, что готовы ввести против Китая санкции, если он не прекратит сотрудничество с Северной Кореей. А России сказали, что если Россия будет и дальше поддерживать Пхеньян, а почему такой вопрос возник? Потому что недавно было установлено паромное сообщение. То в этом случае США рассмотрят все опции, включая военную. Вы понимаете, я вам просто показываю как картинку, что это типичное поведение новой администрации, которая делает больше ставку на силу. Почему администрация пошла на обострение ситуации в зоне Раки и сбили сирийские самолеты Су-22? Они сбили именно потому, что они хотят сами освободить город Раку. И при этом им все равно, сколько гибнет мирного населения при этом. Понятно, что если в Басуле можно было убивать мирное население, почему нельзя мирное население убивать, например, в Раке? Тем более там на порядок меньше город. Да? Им все равно фактически, сколько при этом гибнет курдов, которые штурмуют. Даже я больше могу вам сказать, им все равно сколько гибнет американских спецназовцев, которые тоже задействованы при освобождении Раки. Но в чем отличие администрации Трампа от администрации Джорджа Буша-младшего? В том, что у Трампа есть очень серьезные оппоненты, которые следят за каждым его ошибкой. Если потери спецназа в Ираке станут выше некоторых допустимых,
в этом случае, по-видимому, начнется та волна в США, которая заставит Трампа уменьшить свою агрессивность в Сирии. Вот на это у меня надежды не существует. Тем не менее, что мы видим? Мы видим разрушение города Раки, видим, ну, по самым скромным оценкам, порядка тысячи за месяц убитых среди мирного населения, и эта цифра будет увеличиваться. Плюс ко всему, Соединенные Штаты Америки пытаются договариваться с радикалами. И, по-видимому, наверное, это было одной из причин, почему часть боевиков вышла из Раки. Ну куда? Вы знаете, если бы они ушли бы в Дер-эз-Зор, то, знаете, я как бы это мог бы понять. Но ведь они ушли в сторону Пальмиры. Так получается, что готовился очередной захват Пальмиры со стороны радикалов-исламистов с помощью тех сил, которые борются с радикалами-исламистами в Раке. Вы представляете, какая ситуация становится абсурдной? В чем еще проблема? Проблема в том, что Соединенные Штаты Америки не знают, что им делать. У них фактически сформировалось два основных направления в Сирии. Один – это освобождение Раки, что больше важно, как информационная победа. Вот посмотрите, Барак Обама не смог, а Трамп освободил Раку. Да? Столицу исламского государства, хотя на самом деле же не столица. Столица находится под Дер-эз-Зором. Но это не важно, ведь в этом можно всех убедить. Второе направление – это создание буферной зоны вблизи иорданской границы. И вот здесь вот политика США становится чрезвычайно двуликой. Потому что, с одной стороны, они прикрываются борьбой с исламским государством, а на самом деле создают зону, куда не хотят допустить ливанское движение Хезболла, вот основная цель вот этой зоны. Кто ее формирует? Формирует три государства. Вооруженные силы США, Великобритании и Иордании. Два государства поддерживают. Полная поддержка со стороны Израиля и Саудовской Аравии. Вот получается такая двойственность политики США, плюс попытка США расколоть треугольник России, Иран, Турция, всячески привести к его ослаблению. Вот, она создает чрезвычайно серьезные препятствия для борьбы с радикалами-исламистами на территории Сирии. Еще один фактор, который вы должны учитывать, это то, что крайне обострилась ситуация противостояния между Катаром с одной стороны и рядом аравийских монархий Персидского залива. Это тоже оказывает свое влияние, потому что возникает вопрос следующий. Если раньше исламское государство считалось, что его основным спонсором является Катар, да, то сейчас, может быть, по некоторым данным, Саудовская Аравия хотела бы стать его основным спонсором. Но в любом случае идет некий такой конфликт, который между ними, который, с одной стороны, мог бы, наверное, ослаблять их вовлеченность в сирийский кризис, но, вы понимаете, совершенно не факт, что это произойдет, потому что, насколько я вижу, саудовско-катарский конфликт не ослабевает. И здесь получается, что на стороне Катара выступила Турция, которая хочет создавать военную базу там. На стороне Катара фактически выступил Пакистан. Вот. Катар чувствует себя достаточно уязвимым, хотя бы потому, что он находится крупнейшей американской военной базе. И поэтому вот это все тоже будет влиять на то, что происходит на территории Сирии, потому что есть вооруженные формирования, которые контролируются. Саудовской Аравией, Катаром. Вот в этот конфликт как-то, может быть, в меньшей степени вовлечены Объединенные Арабские Эмираты. Но в любом случае получается вот такая очень серьезная нестабильность. В этой нестабильности каждая сторона пытается решить собственные проблемы. Турция – проблемы курдов. Россия пытается стабилизировать ситуацию, Иран пытается закрепить то, что он сделал, то есть фактически создание транспортного коридора через Ирак. То есть получается, понимаете, цели далеко не всегда соответствуют стабилизации в Сирии, а иногда даже наоборот способствуют дестабилизации. Теперь, знаете, есть разная точка зрения на то, насколько был успешен удар баллистическими ракетами Исламской Республики Иран по району Дер-эз-Зор. Было выпущено 6 баллистических ракет. Если посмотришь американские оценки, да, они говорят, крайне низкая эффективность нанесения удара, цели не были достигнуты. Значит, смотришь иранские, совершенно противоположная точка зрения. Да. Но вот эти ракеты, которые использовали, они имели относительно высокую точность стрельбы. Это, конечно, не калибры наши, да, но, скажем так, были достаточно точность стрельбы. Вот. Другой вопрос, что за этими ракетами кто что увидел. А вы знаете, увидел каждый, кто что хотел увидеть. Израиль сразу подумал, а не смогут ли теперь иранцы наносить удар по нам? Хотя эти ракеты не имеют достаточно дальности стрельбы, но в Иране есть ракеты, которые достигают, если с этой зоны стрелять, по Израилю. Да? Вот. Соответственно, Израиль сразу обеспокоился,
Вот. И вы знаете, вовлеченность Израиля в конфликт в Сирии, вы знаете, тоже внушает беспокойство уже у военных экспертов. Вы знаете, за последнее время было нанесено 5 ударов со стороны Израиля в районам Голландских высот. Вот. Наблюдается такая все больше вовлеченность в конфликт со стороны Израиля. Есть много к Израилю вопросов по поводу скрытой поддержки радикалов-исламистов. Вот в частности, там, по оказанию различного рода помощи, по фактическому содействию действию радикалов на территории Голланд, по выдавливанию оттуда мирного населения с района Голланд. То есть, вы, получается, понимаете, вот в данной ситуация предельно сложная. Каждая страна решает свои задачи, используя тот потенциал, который она имеет. И при этом, если бы США вели политику, ну хотя бы в чем-то похожую на политику Обамы и ввели какую-то некую договоренность с Россией, да? Но вы знаете, этого не наблюдается. И никто не понимает, во что администрация Трампа, что он может принять дальше, какое решение. Нанести какой-то удар, что-нибудь, кого-нибудь сбить. Но Россия тоже должна реагировать. Россия выходит из меморандума. Соответственно, когда Россия выходит из меморандума по предотвращению инцидента в воздухе, начинают беспокоиться сразу союзники США в антитеррористической коалиции, потому что они могут быть просто сбиты, могут быть системой противовоздушной обороны, например. То есть, вы понимаете, получается, что США, называя себя мировым лидером, на самом деле являются серьезным дестабилизирующим фактором. А при отсутствии фактической стратегии на территории Сирии это создает крайне высокую степень непредсказуемости. В таких условиях говорить на успех переговоров в Астане, там, в Женеве или еще где-то я бы не стал. Что может США изменить позицию США по Сирии? Вы знаете, я думаю, что, во-первых, уровень потерь. Если потерь будет значительный, то с учетом оппозиции США Трампу, это может как бы начать ограничить деятельность США по силовому компоненту. Да? Я думаю, что с учетом боязни потерь США не пойдут на серьезное военное присутствие в Сирии, то есть на ввод больших войск. Но, вы понимаете, есть возможность втягивания в конфликт. Потому что если, например, к осени не удастся освободить Ракку, США могут ввести дополнительные воинские подразделения, в первую очередь артиллерии, которые нужны, может быть даже танки, что нужно реально для освобождения Ракки. То есть не обратиться давайте договоримся. Давайте вместе с сирийской армией освободим Ракку, тем более, что сирийская армия-то подошла к Ракке. Нет, Соединенные Штаты Америки хотят это сделать сами, но, понимаете, сами это, во-первых, повышает уровень потерь. Во-вторых, ну хорошо, освободили Ракку, а дальше что? Что в Раке живут курды, в Раке живут арабы. Как будут арабы реагировать на то, что ими будут управлять курды? Вот если мы гипотетически рассуждаем, присоединение, например, Раки к Раджа. Ну, я не представляю, как это. То есть, вы понимаете, вопрос удержания этой территории. Я не очень понимаю, насколько это будет реализуемо с условиями именно арабского населения в Раке. Потом я не думаю, что сирийская армия будет просто так на это смотреть, на тоже какие-то будут действия предпринимать. То есть, вы, получается, понимаете, вот этот американский план любой ценой освободить Ракку, несмотря на собственные жертвы мирного населения, он приведет к еще большей дестабилизации, потому что какие-то другие игроки будут вынуждены на это как-то реагировать. И это вместо того, чтобы вместе освободить Ракку, а потом начинать как-то ограничивать деятельность исламистов в Дейр-эз-Зоре. Плюс буфер, который на юге. То есть, получается, понимаете, вот такая вот картинка, в которой, может быть, США, конечно, хотят поймать рыбку в мутной воде, но у меня что-то, как у эксперта, который давно занимается вооруженными конфликтами, закладываются сомнения в успешности их политики. Я думаю, что на самом деле кто-то себе набьет шишек. Причем шишки будут очень серьезные. Потому что опыт, к сожалению, США, опыт ошибок серьезных администрации Джорджа Буша-младшего абсолютно ничему не учат. То есть, вы знаете, всегда раньше критиковали Российскую Федерацию, Россию критиковали, Советский Союз, говорили, вы не умеете учиться на собственных ошибках. И мне кажется, сейчас это имеет прямое отношение к США. Они не хотят учиться на собственных ошибках. И они втягиваются реально в конфликт в Сирии. Но если они втянутся в конфликт в Сирии, там победы быстро не может быть. Вместо того, смотрите, если вы знаете о том, что готовится встреча Дональда Трампа и Владимира Путина, да, в рамках саммита Большой Двадцатки. Если бы США реально хотели восстановить российско-американские отношения, то они о чем бы поговорили? Об Украине. Украина – это то, что реально не создает, восстанавливать российско-американские отношения. А о чем будет говорить? Рекс Тиллерсон говорит, мы будем говорить о Сирии. Понимаете?
То есть получается, что США создают ту повестку дня, которая не способствует стабилизации. США становится одним из дестабилизирующих факторов. И как бы завершаем, и просто не хотел усугубляться, мне, конечно, дико возмущает вот сама возможность нанесения ударов по сирийской национальной армии под прикрытием некого использования химического оружия. Я достаточно глубоко изучал использование химоружия в Восточной Гуте. Есть очень серьезное подозрение, что это была провокация, сознательная провокация, которая осуществлена британскими спецслужбами. Есть очень серьезное основание считать, что то химоружие, которое в Сирии использовалось позднее, а к этому сирийская национальная армия не имела отношения. Но понимаете, постоянно под этим прикрытием пытаются оказывать какое-то давление на сирийскую национальную армию, пытаются бороться не с исламистами, а бороться с сирийской армией, которая сама борется с исламистами. Но вы знаете, в таких условиях просто невозможно победить. И завершая свой, если говорить уже о сценариях, вы знаете, я думаю, что анализ очень такой, буквально мазками, который я пытался донести до вас, позволяет мне сделать следующие выводы. Первое. Я думаю, что российско-американское сотрудничество по Сирии будет носить характер синусоиды. То есть будут некоторые сближения при очень серьезных провалах, которые снова будут обусловлены деятельностью деструктивной Соединенных Штатов Америки. Я даже не очень сейчас верю в возможность освобождения Раки, не говоря уже о другом военном сотрудничестве. Военное сотрудничество становится крайне проблематичным. Второе. Я не вижу возможности тесного сотрудничества России, Ирана и Турции. Вы знаете, оно будет крайне неустойчивым. И это тоже будет препятствовать реализации, в том числе, астанинского формата, так как в всяком случае он был задуман. Третье. Те игроки, которые могли бы повлиять на ситуацию в Сирии, в частности, например, Иордания, эти игроки сейчас не очень заинтересованы в стабилизации, они заинтересованы в реализации собственных интересов, но вы понимаете, Сирия просто не может выдержать, если на ее территории будет каждый реализовывать собственные интересы. Вы понимаете, она просто не выдержит. И от нее что-то может остаться, понимаете. Я этого боюсь. Я боюсь, что деятельность, в том числе администрации Трампа, приведет к тому, что Сирия может прекратить существовать как суверенное государство в рамках нынешних границ. Не знаю, насколько США ставят такие с собой цели, но вы знаете, мой анализ, который я вижу на сейчас, подталкивает к тому, что Сирия может просто не сохраниться как единое государство, если не удастся переломить эту ситуацию к лучшему. Это при всех тех успехах, которые сейчас реально имеют место. Хорошо, спасибо, Владимир Валерьевич. Борис Васильевич, наш коллега пессимистическую картину нарисовал. Пожалуйста, как вы? Спасибо. Тоже пессимист. Спасибо. Но я постараюсь, так скажем, более реалистично подойти к ситуации, пессимистично или оптимистично, пускай судят наши слушатели. Я пройдусь по тем вопросам, которые обозначены по нашей встрече. Переговоры в Астане, 5-й раунд переговоров в Астане не привел, собственно, ни к каким реальным прорывам в достижении тех целей, которые стояли перед участниками переговоров. И это, собственно, не является чем-то новым, поскольку это на что я хочу внимание обратить, и я согласен здесь с предыдущим докладчиком, то, что цели, прежде всего, у Турции и у России, и Ирана, и у сирийского руководства, они разные. И здесь, конечно, нужно говорить о том, что Турция продвигает свои интересы в сирийском конфликте. И эти интересы не совпадают с целями урегулирования конфликта, прекращения вооруженного конфликта, о которых прежде всего говорит Россия. У Ирана также цели стабилизации ситуации, но есть и свои цели. А Турция, здесь я буквально минуту уделю внимание турецкой позиции, ведь совершенно очевидно, что Турция при нынешнем режиме Эрдогана проводит политику неоосманизма.
И эта политика подразумевает продвижение интересов Турции, экспансии Турции во все регионы, которые когда-то входили в состав Османской империи, в том числе и в Сирию, и на другие регионы. Вот я обращу внимание на то, что ведь не случайно контакты руководства Эрдогана с так называемым Меджлисом крымско-татарского народа, который базируется в Киеве. Не случайно то, что Эрдоган не признал до сих пор вхождение Крыма в состав России. И вот это все, естественно, подтверждает вот этот неоосманизм, о чем, кстати, и турки говорят. И то, что Турция осуществляет в Сирии, это поддержка части вооруженных группировок, кстати, большинства тех, кто участвует в переговорах в Астане, это поддержка сирийской свободной армии, которая также действует вот на севере Сирии. Это оккупация, фактическая оккупация зоны по сирийско-турецкой границе, где проживают так называемые туркоманы, то есть туркоязычное население Сирии, где действуют и турецкие спецслужбы, и турецкие военные, которые создают вооруженные группировки из туркоманов, которые воюют против сирийской правительственной армии. Вот такова позиция Сирии и Турции. И здесь я бы вот тоже обратил внимание на такой аспект, что Россия в какой-то степени на одном из этапов, так скажем, оставила Турции вот эту вот роль в Сирии, как бы пытаясь, это понятно, что Россия не может без конца участвовать в конфликте, но вот это вот оставление для Турции, если не ведущей, то значительной роли в сирийском конфликте. Сейчас наблюдается то, что Россия действительно выравнивает вот эту ситуацию, но это вот, если это будет происходить, это будет, на мой взгляд, все-таки ошибочным, поскольку Турция не заинтересована вот в том, в чем заинтересована Россия, то есть в стабилизации ситуации в Сирии, в сохранении Сирии как суверенного государства вот в нынешних границах, хотя Турция об этом заявляет, но фактически это, увы, не так. И поэтому переговоры в Астане, вот они завершились таким вот итогом. Будет следующий этап в августе. Ну, будем надеяться, что что-то там будет сделано, но, опять же, это все-таки достаточно проблематично. Теперь ситуация вокруг Сирии, сирийского конфликта. То, что мы наблюдаем, я прежде всего начну с арабских стран, монархии Персидского залива. Монархия Персидского залива, несмотря на вот этот конфликт между Катаром и Саудовской Аравией, хотя он влияет, безусловно, на ситуацию в Сирии, но они продолжают поддерживать те группировки, сирийские радикальные исламистские группировки, которые они считают умеренной оппозицией, которые борются против руководства Башара Асада. Продолжается их поддержка со стороны и Катара, но Катар поддерживает те группировки, которые, так скажем, их идеология близка к идеологии, к религиозно-политическому направлению политики Катара, то есть это близкое к идеологии братьев-мусульман. Вот эти группировки он поддерживает, а Саудовская Аравия поддерживает те группировки, которые близки в религиозном или идеологическом плане к ваххабитской идеологии Саудовской Аравии. В этом, собственно, и суть или одна из главных причин конфликта между Катаром и Саудовской Аравией. Катар поддерживает братьев-мусульман, Саудовская Аравия выступает против братьев-мусульман, которые действовали, и я буквально несколько секунд уделю этому моменту внимания. Ведь известно, что в Саудовской Аравии были созданы нелегально ячейки братьев-мусульман, которые пытались дестабилизировать ситуацию. Они были нейтрализованы саудовскими спецслужбами. И саудовцы обвиняли в этом Катар. И это было несколько лет назад. И были прерваны также отношения дипломатические с Катаром. Так что вот этот конфликт между Катаром и Саудовской Аравией и рядом арабских государств, я напомню, что Египет также выступает против действий Катара, поскольку Катар поддерживает братьев-мусульман в Египте, которые также проводят террористические действия сейчас после запрета, после отстранения Мурси от власти, ставленника братьев-мусульман в Египте, и запрещения братьев-мусульман в Египте. То есть вот такая вот ситуация. И в Сирии продолжается вот это вот противостояние, то есть поддержка различных
по своей идеологической направленности, но тоже радикальных исламистских группировок со стороны Катара и со стороны Саудовской Аравии. И мы наблюдали не так давно противостояние этих группировок, вооруженное, где погибли там, по разным данным, сотни боевиков с обеих сторон. То есть вот это результат вот этого противостояния Катара и Саудовской Аравии. А в Сирии они вошли вот в такое вот вооруженное противостояние. Хотя и те, и другие воюют против Башара Асада. Это то, что касается арабских государств. То, что касается США. Да, действительно, я полностью согласен с предыдущим оратором, действия США, они стали более агрессивны с приходом к власти нынешней администрации Соединенных Штатов Трампа. Хотя были всем известные заявления Трампа, когда он был еще претендентом на пост президента, о том, что в Сирии США лучше воевать против террористов, а не против сирийской армии Башара Асада, что нужно улучшать отношения с Россией. Однако это все оказалось таким вот флером пропагандистским. На самом деле мы видим продолжение, собственно, той же политики в Сирии, которую проводила администрация Барака Обамы. То есть главная цель Соединенных Штатов в Сирии – это не борьба с ИГИЛ, это устранение неугодного режима Башара Асада, который сразу, вот это устранение, если оно произойдет, разрушение Сирии, кстати, это цель и Израиля тоже сейчас очевидно, приведет к решению для Соединенных Штатов и для Израиля сразу целого ряда проблем. То есть Сирия разрушена, устранен режим Башара Асада, значит, устранен союзник Ирана. Это ослабление Ирана. Для США Иран, как и для Израиля Иран – это не только это враг. Вот об этом мы принимали в нашем институте делегации наших израильских коллег, которые об этом говорили открыто, поскольку они видят, это их точка зрения, вот в руководстве Ирана, пока там находятся аятоллы, это угроза для Израиля. И поэтому ослабление Ирана как минимум, а его, возможно, и, я не говорю, так скажем, разрушение, но, по крайней мере, максимальное ослабление Ирана – это цель Израиля и цель Соединенных Штатов как стратегического союзника Израиля. И поэтому вот устранение режима Башара Асада – это цель и США, и Израиля. А ИГИЛ, ведь ИГИЛ, собственно, как бы создавался ИГИЛ, я не буду рассказывать, но волей или неволей и США, и страны Запада, и монархии Персидского залива вложили свою лепту в создание ИГИЛ. А сейчас, так же, как было с Бен Ладеном в Афганистане в 80-е годы, а сейчас вот это стал как бы дьявол во плоти ИГИЛ, против которого борются, но это фикция, это борьба, это совершенно очевидно. То есть раньше руками вот до последнего момента, до, собственно, начала действий российских ВКС пытались США и их союзники руками вооруженной радикальной исламистской оппозиции, в том числе и ИГИЛа, устранить Башара Асада, не получилось. Сейчас другое, вот к этому я подхожу, сейчас руками других сил, вооруженных формирований, других США, их союзники пытаются устранить неугодный режим руками курдов, курдских вооруженных формирований. Это тоже понятно. Почему поддержка идет? Вот почему мой коллега говорил о том, что как-то непонятно, почему вот нет координации действий между курдскими отрядами, которые действуют в Ракке, и сирийской правительственной армией. Да потому что разные цели. Соединенные Штаты не хотят освобождения Ракки, подавления ИГИЛа, стабилизации ситуации в Сирии. Для Соединенных Штатов руками курдов надо взять Ракку и тем самым помочь курдам создать какой-то анклав с большими правами автономии, а в перспективе независимое государство. Об этом мы слышали от Салима Муслима, одного из представителей курдского национального движения, вот здесь, в
в этом здании, который говорил, что возможно, да, вот широкая автономия, но затем возможно и создание независимого государства на территории Сирии. А что это значит? Это значит распад Сирии, собственно, это цель и Соединенных Штатов. Но другое дело, что у курдов есть свои национальные права, это безусловно, здесь не может быть сомнений, что курды имеют право на создание своего национального очага, но это уже другой вопрос. Каким образом может быть создан вот этот национальный очаг? Ну, я сошлюсь на заявление сирийского руководства, которое говорит, что курды – это часть сирийского народа, и решать все вопросы автономии или другие какие-то вопросы нужно в рамках ныне действующей конституции сирийской, но, возможно, она будет изменена. То есть этот вопрос стоит на повестке дня, вот курдская автономия или права, национальные права курдов. Но он должен решаться уже после подавления радикального исламизма в Сирии. Это совершенно очевидно. Но Соединенные Штаты, так скажем, используют вот этот фактор, используют курдский фактор для достижения своих целей. Это тоже совершенно очевидно. Далее, по поводу нынешней ситуации вокруг решения или нахождения путей решения, политического решения сирийского кризиса. Ведь вот эти переговоры в Астане тоже совершенно понятно, на мой взгляд, что навряд ли они в ближайшем будущем приведут к каким-то результатам. Там присутствуют представители сирийской оппозиции, но главный, так скажем, актор на этих переговорах – это Высший комитет по переговорам или Ар-Риядская группа, куда, кстати, входит и Курдский национальный совет, хотя курды не участвуют как самостоятельная делегация на этих переговорах, но они входят в вот эту национальную коалицию оппозиционных революционных сил, сирийской оппозиции, и в какой-то степени участвуют, значит, в переговорах в рамках вот этой национальной коалиции и в рамках вот этого Высшего комитета по переговорам. И далее есть московская группа, которую возглавляет Кадри Джамиль, должен возглавлять. Есть каирская группа, есть группа Хмеймим тоже, но она тоже сейчас под вопросом, будет она участвовать или не будет участвовать. И сам формат переговоров в Женеве еще тоже, так скажем, хотя и определен, но недостаточно, будет ли там вооруженная оппозиция представлена или нет. И ожидать каких-то результатов от женевских переговоров, вот, непосредственных, тоже, наверное, не стоит. Но каковы перспективы урегулирования сирийского конфликта, если так вот посмотреть и ретроспективно проанализировать, каковы могут быть перспективы этого урегулирования? На мой взгляд, они пока достаточно туманны, поскольку совершенно очевидно, что вот внешние игроки, внешние акторы, которые задействованы в сирийском конфликте, это прежде всего Турция, это монархия Персидского залива, это Соединенные Штаты, у них цель их не стабилизация ситуации в Сирии и не сохранение Сирии как национального суверенного государства в рамках этих границ, а вот те цели, о которых я говорил. У России другие цели: стабилизация ситуации, сохранение сирийского, я повторяю, государства, не режима Башара Асада, а именно сирийской государственности в рамках вот этих ныне существующих границ. Такая же цель и у Ирана стоит. И России здесь, вот я хочу подчеркнуть, необходимо бороться за вот эти вот свои цели, поскольку в случае потери Сирии, то есть в случае распада Сирии, разрушения государственности Сирии, совершенно очевидно, что вот в тех анклавах, на которые распадется Сирия, а то, что в случае краха государственности Сирия распадется, нет никаких сомнений, и Израиль к этому тоже содействует. Вот его удары по голландским высотам, поддержка, о котором говорилось, поддержка радикальных исламистских сил. То есть распад Сирии – это очевидная вещь после разрушения государственности. И вот в этих анклавах, на которые распадется Сирия, в части, по крайней мере, из них приходят к власти радикальные исламисты, для которых Россия враг.
Это тоже надо принять как реалии. Вот мы бывали в Сирии, наши коллеги рассказывали, что в районах, освобожденных от боевиков, на домах было написано на плохом русском языке: «Сегодня Дамаск, завтра Багдад, послезавтра Москва». И то, что в России действовали, по крайней мере, очень незначительные, конечно, но представители исламского государства, которые также заявляло, что исламское государство освободит Северный Кавказ, Чечню и юг России, и там будет создано исламское государство. Вот эта вот угроза, она совершенно очевидна. И для России здесь нужно совершенно четко понимать, что вот эту угрозу можно предотвратить сохранением государственности Сирии как переднего рубежа обороны против радикального исламизма. И надеяться здесь на поддержку или какое-то сотрудничество с Соединенными Штатами навряд ли приходится. И даже на поддержку такую ответственную и действительно полноценную со стороны Турции тоже, на мой взгляд, не приходится. Но использовать, конечно, турецкие возможности, использовать все те достижения, все те результаты, которые достигнуты вот в процессе переговоров, безусловно, необходим. Но совершенно, я еще раз повторю, совершенно очевидно, что вот в случае такого вот сценария, о котором я говорил, прихода к власти радикальных исламистов в части Сирии, значит, будет удар направлен из этих анклавов, поддержанный, опять же, внешними акторами, не буду говорить какими, и против Ирана, и против государств Центральной Азии, и против России. Поэтому вот еще раз повторю, что поддержка сирийской государственности и защита сирийской государственности – это приоритетная цель России. Спасибо. Константин Михайлович, не знаю, оставили ли вам предыдущие два оратора место для того, чтобы не повторяться, но… Ну, попробуем найти. Попробуйте не повторяться, да. Потому что мне кажется, что когда мы говорим о сирийском конфликте, вот мы очень зацикливаемся только на сегодняшней слепок ситуации, но мне кажется, что нельзя упускать глубину и динамику конфликта и соотношение между стратегией и то, что сегодня вырисовывается, потому что здесь очень много бывает как бы ложных ходов очень часто в этом конфликте. Он действительно сложный и запутанный, он немного, знаете, напоминает старую такую математическую загадку школьную, как перевести на тот берег волка, козла и капусту, тем более, что, но только с той разницей, что и волк не один, и козлов хватает, конечно, в этом, во всей этой ситуации. Вот, и с капустой не все так просто обстоит. Но, да, действительно, интересы даже, вот, значит, тут говорилось о том, что у России и Ирана совпадают интересы. Да, совпадают, и больше совпадают, чем, скажем, у России с Турцией, например. Но есть и различия тоже глубинные, и здесь это тоже надо иметь в виду. И я думаю, что и для самих сирийцев не все, причем при всем близком союзничестве, не все в иранских движениях внутри Сирии достаточно комфортно. Вот. Теперь, значит, конечно, многое будет зависеть сейчас от того, что произойдет в Гамбурге на встрече, значит, Путин-Трамп. Но я здесь во многом согласен с Владимиром Валерьевичем, что очень трудно ожидать чего-то глубоко позитивного от этой встречи. Теперь, вот что касается, значит, я бы начал вот с чего, что многое будет зависеть на самом деле от успехов сирийской армии самой. И здесь надо обратить внимание, что есть успехи достаточно очевидные, если в динамике смотреть. Все-таки никогда не было такой ситуации, что, значит, территория исламского государства внутри Сирии уменьшилась почти вдвое, и что сирийцы в сторону Дейр-эз-Зора фактически движутся с трех направлениях. Это север,
южнее Раки, это район Сухны и это район иракско-сирийской границы в сторону Т-2 и дальше, так сказать. То есть это ситуация, на мой взгляд, благоприятная. Но при этом недаром наши военные специалисты говорят, что очень серьезную опасность представляет собой этот вот выступ вокруг Акербата, и там может быть вообще неожиданный прорыв исламского государства, а мы уже видели, что они большие мастера неожиданных прорывов, и это может совершенно коренным образом изменить ситуацию. То есть ситуация очень динамична в этом смысле. И вот как нельзя, кстати, здесь пришелся сейчас российский удар ВКС по инфраструктуре Акербата, который, так сказать, меняет ситуацию для сирийских войск и их союзников в положительную сторону. Вот. Но я бы хотел сказать, что зоны деэскалации, при всей противоречивости, сложности и так далее, они привели к определенному положительному эффекту, двойственному положительному эффекту, я бы сказал. Первая часть заключается в том, что значительная часть сирийских войск и войск их союзников освободилась для действий против исламского государства. И вторая часть заключается в том, что внутри ряда этих зон деэскалации и в районе Идлиба, и в Восточной Гуте, и в районе Сувейда, там идет внутренняя междоусобная борьба между различными радикальными группировками, и это в конечном итоге стратегически, мне кажется, тоже достаточно положительный фактор, который будет влиять дальше и на ход переговоров. Поэтому я бы не слишком драматизировал то, что случилось сегодня в Астане. Это как бы, если взять в динамику длительную, очень сложного политического процесса урегулирования, это, мне кажется, могут быть и временные трудности, связанные, конечно, с очень опасной ситуацией, развивающейся вокруг Африна, и, может быть, это одна из сегодня главных интриг. Потому что, удар Турции по Африну, он опасен не только тем, что это, антикурдская акция, но стратегически опасность заключается в том, что турки могут соединить анклав в рамках щита Ефрата с Идлибским анклавом, и тогда мы получим, примерно четверть сирийской территории, отколотой от вообще центрального правительства. Это очень опасное развитие ситуации. Но оптимистическая часть заключается в том, что хотят-то они хотят, но вряд ли, как говорится в одном анекдоте, съест он съест, но кто ему даст, да? Вот, потому что там, есть и курдские планы определенные по движению в западном направлении. Вот, там очевидно совершенно, конечно, никто из нас не знает, о чем там Шойгу с Эрдоганом говорили в Стамбуле, но во всяком случае вряд ли кто-то будет сомневаться, что Шойгу тот человек, который не только отстаивает, но и понимает, как отстаивать российские интересы, в том числе на сирийском театре. И поэтому вряд ли те сообщения, которые на курдских сайтах появляются, что вот Россия вместе с Дамаском сливают Турции и территорию Африна, это, конечно, скорее страхи, чем реальная ситуация, происходящее здесь. На самом деле у курдов действительно положение драматическое. Когда курдов рисуют чуть ли не американскими марионетками, это, конечно, слишком большое преувеличение, но так получилось, что, основной державой, поддерживающей курдов сегодня, являются Соединенные Штаты, которые предоставляют им оружие, помогают спецназам и так далее. И поэтому курды вынуждены воевать не за свои интересы в Ираке. Они отчетливо понимали, что это
значит, не их территория, и вообще стратегический план курдского руководства, того же Салиха Муслима и его соратников, заключался в движении в сторону Азаза, а вовсе не Раки. Но им не дали этого сделать. Вот это показывает, насколько сложен вообще внутренний рисунок сирийского конфликта, когда людям приходится воевать вовсе не свои интересы. Для меня совершенно очевидно, что роль монархии Персидского залива, если смотреть на динамику, в течение последних 1,5 лет существенно снизилась. Почему? Значит, и не только в результате этого конфликта, но конфликт этот усугубляет эту ситуацию. Почему? Значит, Катар, его роль на самом деле опосредована, потому что что такое значит, братья-мусульмане? Это Ахрар аш-Шам прежде всего. Ахрар аш-Шам – это Турция, и Катару приходится действовать не непосредственно, а через Турцию. Поэтому в этом отношении здесь связка Катар-Турция. Саудовская Аравия вообще потеряла свое влияние существенным образом, потому что, начиная с января 2012 года, главную ставку, которую она сделала в Сирии, это была ставка на армию ислама, Джейш-аль-Ислам. Что сегодня представляет собой Джейш-аль-Ислам? Это практически относительно небольшая группировка, которая в основном действует в Восточной Гуте, и больше мы нигде ее присутствия не видим фактически в Сирии. Вот. Так что я бы не стал преувеличивать роль, значит, аравийских монархий сегодня на сирийском театре. Да, конечно, существуют методы спонсирования, но это в основном не правительственное спонсирование, это спонсирование, идущее через систему хаваля. И здесь какая бы позиция саудовского или катарского правительства ни была, это спонсирование будет продолжаться. Здесь нельзя никаких иллюзий по этому поводу, значит, никаких иллюзий по этому поводу строить. Вот. Теперь, ну вот, что касается положения в Курдистане. Но вообще доминирующей-то силой является Демократическая партия во главе с Салихом Муслимом. А что касается Курдского национального совета, если у него и было какое-то влияние, его, так сказать, в общем-то, окружили и законсервировали. Поэтому... Давайте курдский вопрос оставим Юрию Шамильевичу. Извиняюсь, да. Поэтому я просто к чему в качестве ремарки, что они могут присутствовать где угодно, но роли не играет Курдский национальный совет. Вот. Ну и конечно, значит, политика Соединенных Штатов, она здесь весьма, так сказать, двойственная, но я бы сказал, что в Соединенных Штатах присутствует опасение, причем подогреваемое разными сторонами, что американцы в Сирии, а и в Ираке тоже станут лузерами. И вот это заставляет их действовать нервно, я бы сказал, часто нелогично. Потому что вот много раз я американским коллегам спрашивал не про Сирию, а про Ирак. Я говорю, а что в Ираке происходит? Вы летаете там в воздухе, американцы, а на земле вообще это самое корпус стражей исламской революции расставляет все фигуры на шахматной доске. Вот. Ну и представляется, что на сирийском театре их возможности не столь велики, как они представляются. Если только не следовать по тому сценарию, который я вчера прочел у Ходоренко, когда он сказал, что эскалация может дойти до того, что они пойдут просто на прямые удары, двинут всю свою армаду через Средиземное море. Но это кошмарный сценарий. Я думаю, что вряд ли все-таки ситуация дойдет до этого. Ну, теперь говоря о позиции Израиля, да,
неприятная позиция, особенно, так сказать, удары по курдским, то есть по сирийским войскам. Но мне кажется, что так же, как в Саудовской Аравии, многие политические действия, скажем, агрессия в Йемене, она обусловлена фобиями. Так у Израиля вот фобия по отношению к Ирану и к Хизбалле, вот когда мы с израильскими коллегами встречаемся, она иногда алогична даже. И вот многие действия на юге Сирии, израильские, они обусловлены тем, что они боятся. Тем более, обратите внимание, когда, значит, как бы получилось так, 4 зоны деэскалации, а южную зону отдали Ирану. И тогда, конечно, у них закружилась голова от кошмаров, что, значит, вся южная зона Ирану отдается, значит, там иранцы вместе с Хизбаллой продвигаются уже вдоль иракско-сирийской границы, и тут на Голанах, так сказать, появляется Хизбалла, вот, и тогда все, значит, вот такие долгосрочные сценарии Израиля, включая аннексию голландских высот, они превращаются, так сказать, вот в кошмарный сон в результате этого. Поэтому многие действия Израиля, возможно, этим, значит, обусловлены. Но это дает возможность, на самом деле, как мне кажется, определенные воздухи для России в переговорах с различными сторонами конфликта. Ну вот если я что-нибудь новое сказал, тогда... Спасибо, спасибо. Юрий Шамильевич, давайте вам заключительное слово, и если можно, не покороче, чем предыдущий оратор. Очень тезисно постараюсь, значит, ту проблему обозначить, которая, в общем-то, мне близка. Дело в том, что, ну, как мы знаем, сегодня в Сирии задействованы десятки государств. И у каждого, как вот я согласен с предыдущими коллегами, у каждого свои какие-то интересы и свои взгляды на вот эту ситуацию. И мне кажется, что все вот, включенные в этот конфликт, в эту ситуацию страны, каждый, они меньше, может быть, уделяют внимание борьбе с ИГИЛ, чем разборкам между собой. И единственная сила, которая действительно, значит, боролась и борется с ИГИЛ, это курды. И в результате они заслужили высокую оценку своим героизмом, особенно вот курдские женщины, в том, что сегодня фактически вопрос идет о нескольких месяцах военного уничтожения ИГИЛ. Там потом, конечно, эта идеология никуда не денется, но в военном отношении, как мне кажется, ИГИЛ идет к концу, и это видно на примерах того, что в Мосуле уже официально объявлено о, значит, освобождении Мосула, а курдские отряды, они уже захватили, по некоторым сведениям, почти 40% Раки. И при этом курды стали вполне самостоятельной военно-политической силой. И при анализе, и при прогнозах ситуации на будущее, мне кажется, это надо учитывать. У курдов в Сирии, у них своя программа, своя модель, как они видят будущее. Как вы знаете, во главе, значит, отрядов народной самообороны стоят партия ПАЭД, партия Демократического союза, во главе здесь много раз упоминаемым Салихом Муслимом. Так, модель какую они предлагают? Они, если так быть откровенным, они не полностью национально-курдскую модель предлагают. Они предлагают модель самоуправляемых, значит, общин и демократической конфедерации. Это идеология, значит, Абдуллы Оджелана, и они ее пытаются претворить в жизнь. То есть, я еще раз повторяю, это не совсем курдская национальная модель. И вот когда вот меня спрашивают, зачем курдам Рака, вот это как раз одна из причин, то, что они эту модель хотят распространить не только на курдонаселенные регионы Сирии, но и на всю Сирию. И они даже подготовили, значит, проект Конституции в будущей Сирии, где вот эта модель отражена.
Значит, как я сказал, курды стали вполне самостоятельной военно-политической силой, и мне кажется, что когда вот в таких вот восстания прошли, да, значит, переговоры, и, к сожалению, там вот не совсем удачно, как вот пресса сообщает, но там мне трудно, значит, предвидеть или прогнозировать, как может, допустим, только Турция, значит, Иран и Россия урегулировать вот этот вопрос в Сирии. Если там не участвуют, допустим, те же американцы, европейцы, суннитские государства, Саудовская Аравия и другие, тут очень сложно говорить о нормализации или прогнозировать нормализацию ситуации в Сирии. Ну, мне кажется, что во всех переговорах, которые происходят для урегулирования и нормализации ситуации в Сирии, курды должны участвовать. Причем участвовать не в составе каких-то делегаций, а отдельной самостоятельной делегации. Потому что, как я сказал, это уже самостоятельная военно-политическая сила, которая проявила себя достойно в этой ситуации и имеет свои какие-то определенные, в том числе и политические цели. То, что касается вот ситуации вокруг Африна, там в Африне сосредоточено до 10 тысяч курдских ополченцев. И, как вы знаете, они хорошо мотивированы, и они будут так просто, вот когда говорят, там Турция зайдет, видит, это прогулкой для Турции, если она решится все же, тем не менее, войти в Африн, это простой прогулкой для нее не будет, тем более у курдов на сегодняшний день есть кому за них, как говорится, заступиться и помочь в этой ситуации. И тут нельзя не сказать и о самой Турции, о внутриполитической ситуации в Турции. Вы, наверное, те, кто следит за ситуацией в Турции, они понимают, что там тоже положение того же Эрдогана не такое уже прочное. Сейчас вот там митинги, демонстрации идут, и в принципе Эрдоган тоже зависит от курдов. На последнем референдуме, очень важном, когда изменилась система власти в Турции с парламентской в президентскую, если бы не было бы голосов умеренных курдов, он, ну там, вы знаете, 1-2% всего там перевес был. То есть Эрдоган, его власть тоже во многом зависит от Турции. И тут нельзя сбрасывать со счетов и общекурдскую солидарность. Если вы помните, в Кобани, да, несмотря на идеологические разногласия между курдами Сирии и того же вот Ирака, да, они пришли на помощь, и вот это, так сказать, стал переломным моментом в войне против ИГИЛ. Вот отстояли Кобани, и потом начали уже отбрасывать ИГИЛ все дальше и дальше. То есть вот просто так Турция войдет или там что-то она хочет в Африне, в том числе или в Сирии, или где-то в другом месте, но это не так просто. Что у курдов тоже есть рычаги, так сказать, влияния на, в том числе и турецкие власти. Тут я хочу еще момент один отметить, это, значит, взаимоотношения России и курдов и вот треугольник Россия, США и курды. Курды, как никто другой, наверное, заинтересованы в том, чтобы Россия и США в вопросах вот, нормализации ситуации в Сирии нашли бы какой-то компромисс, какую-то общую позицию нашли бы. Потому что и Россия, и США, они очень симпатично к курдам относятся, не видят в них каких-то врагов или какое-то препятствие на пути вот их интересов. Тут вот много говорилось о том, что, значит, курды, в том числе и в Сирии, там могут, ну, объявить там о независимости и так далее. Но ни одна курдская партия в Сирии, она этот вопрос на сегодняшний день так не ставит. Но все может измениться, потому что на Ближнем Востоке так динамично и быстро процессы происходят, что, значит, ни от чего нельзя зарекаться. И тут я хочу напомнить
о предстоящем референдуме в иракском Курдистане. Как мы знаем, объявлено руководством иракского Курдистана, объявлено, что 25 сентября этого года в Курдистане пройдет референдум о независимости на всей территории, значит, Курдистана, плюс на так называемых спорных территориях. Мне кажется, этот факт, вот это событие, оно тоже непосредственно и очень сильно повлияет, в том числе и на ситуацию в Сирии. Особенно вот в курдских регионах, как мы знаем, сегодня отряды курдской самообороны, они занимают почти 20% территории Сирии. И тут этот момент тоже надо. Вот ИГИЛ уже в военном отношении, понятно, дело времени, потерпит поражение. И вот это курдский фактор, отношение к курдам, оно, мне кажется, станет уже вот на первое место вот в внутрисирийском раскладе. И тут что делать с курдами? 70-тысячная, значит, армия хорошо, ну, довольно хорошо оснащенная, которая имеет, как говорится, и покровителей внешних. То есть, когда я говорю, что сегодня надо, значит, создать такие условия, чтобы курды, как самостоятельная военно-политическая сила, принимала участие во всех, значит, переговорах, во всех форматах, от Астана, Женева и так далее, должна принимать участие как самостоятельная сила. А то, что касается вот КНС и ПЭД, там их разногласий, у них есть идеологические разногласия, и, к счастью, вот буквально несколько дней назад начались переговоры, попытки переговоров об объединении, о создании, значит, каких-то компромиссов для того, чтобы вот эти две силы, Курдский национальный конгресс и партия Демократического союза, чтобы объединенными, значит, силами выступали бы на вот этой политической арене, выступали бы в тех событиях, которые сегодня вот разворачиваются в этом регионе. А КНС это не, ну, как вы говорите, не влиятельная сила, но на самом деле вот мы знаем, что из сирийского Курдистана или из Рожавы, да, там ну, очень много беженцев на территории иракского Курдистана, в Турции. И вот КНС как раз и в Европе, и в самом Рожава, и вот среди этих беженцев огромное влияние имеет, плюс они имеют вооруженные отряды Пешмерга Рош, так называемые, которые оснащены и натренированы, в том числе американскими, западными, немецкими, там, венгерскими инструкторами. И они до поры до времени, может быть, их так незаметно, но в нужное время, как говорится, они могут быть задействованы. Тут напоследок я могу еще отметить такой момент, что вы все знаете, что между, допустим, иракскими курдами, а конкретно между президентом Барзани и Эрдоганом довольно неплохие отношения, они связаны с экономикой и с другими моментами. И мне кажется, и сейчас в курдских кругах идет такая дискуссия, что Масуд Барзани может сыграть свою роль, в том числе в нормализации отношений между вот, сирийскими курдами и Турцией. И этому содействуют и американцы. Это, может быть, не так видно, но мы имеем такую информацию. И, в принципе, это и для России тоже некоторую головную боль снимет. Спасибо. Да, спасибо большое. Пожалуйста, вопросы. Пожалуйста, на первом ряду. Хавала Фаиз, Сирия. Скажите, пожалуйста, у меня два вопроса. Первый вопрос к господину Набиеву, а второй к господину Евсееву. Господину Ебееву. Скажите, пожалуйста, вы говорили о том, что курдов на сегодняшний день в Сирии контролирует территории около 20% от территории Сирии. Знаете, сколько территорий Сирии? 183 с копейками тысяч километров. Фактически 36 тысяч километров квадратных.
И тогда переходится, это если правильно цифра у вас или нет, и тогда приходится к вопросу к господину Евсееву, как военный эксперт, сколько нужно сила для того, чтобы контролировать эти 36 тысяч квадратных метров? Это первый вопрос. Второй вопрос к господину тоже Набиеву. Вы говорили про женщины курды, которые воюют в рядах курдов в борьбе с терроризмом, ну, с ИГИЛом. А почему не говорили про сирийских женщин, которые тоже воюют, и которые именно в пригороде Дамаска, Алгота? Последний вопрос, тоже к господину Набиеву. Сколько количество курдов в России? И как вы будете на них смотреть, если эти курды, которые в России проживают на сегодняшний день, отзывали американцев и дали им возможности находиться на территории России тоже для того, чтобы устроить или найти свою федерацию в России? Спасибо. То, что касается вот 36 тысяч квадратных километров, там сколько надо, значит, чтобы вот это защищать, да? Ну, тут я не военный специалист, наверное, Владимир Валерьевич лучше ответит, но мне кажется, какой-то такой некорректный вопрос, потому что, как мы знаем, вот, допустим, в Сталинграде, да, вот панфиловцы, они там 28 человек защищали. А? Панфиловцы были не в Сталинграде. Под Москвой, неважно. Под Москвой, да. Они целую армию держали. Да? То есть тут все зависит от того духа и героизма, который есть у солдат и вот у людей, которые защищают. То, что касается женщин, да, ну, мне просто ближе вот, говорить о курдах, о курдянках, и я вообще женщинами восхищаюсь любыми, независимо от национальности, но вы согласитесь, что курдские женщины вот тут в войне с ИГИЛ, они проявили себя достойно, героически, и они заслуживают тоже очень большого, в том числе с вашей стороны, наверное, большого уважения и почтения. То, что касается курдов в России, курды в России довольно солидная диаспора, я вам скажу. Очень много известных людей, общественных деятелей. Это абсолютно преданные России люди. И в разных областях я могу назвать просто несколько человек, которые подтвердят мои слова, что это абсолютно пророссийский, это по-другому не может быть. Это и певица Зара, и наш депутат Госдумы Зелимхан Муцоев, и народный артист Азаскарян, и многие-многие другие. А то, что вот вы говорите, там могли бы американцам там что-то в России дать, но это просто, мне кажется, об этом даже не стоит говорить. Это вопрос такой смешной, на мой взгляд. Без микрофона не надо говорить. В Сирии Вы говорили о том, вы что знаете, многих деятелей курдов, которые в России на сегодняшний день и среди депутатов. А в Сирии, знаете, что они тоже приличные люди, тоже они в состав я знаю очень Конгресса хорошо. или парламента сирийского? Я очень хорошо знаю историю Сирии, историю пробивания курдов в Сирии. И это, знаете, и арабские пояса. И так вы мне ответьте, сколько школ было курдских школ в Сирии? Нет, ответьте, я же вам отвечаю. Я так смотрю, вы меня очень, очень любите мне задавать такие вопросы, которые, как говорится, ни к селу, ни к городу. Не надо. Ну, давайте, мне еще Да, вопрос был, пожалуйста, да. давайте. Вот давайте поговорим, если по численности населения. Сколько нужно оборонять территорию, да? Значит, если мы берем, например, пустыню, то больше численности не надо, потому что в пустыне, вот, которые сейчас вот говорят, вот последняя информация о том, мы освободили там, там 16, по-моему, тысяч квадратных километров. Чего? Если пустыни, то в пустынях в основном обороняют дороги. В этом случае много войск не надо. Если речь идет о том, что территория, которая урбанизирована, да, там много городов, да, то это другой вопрос. Значит, если мы берем, например, вот то, что, вот, положим, контролирует там Раджава, вот это, да, эту территорию, то 70 тысяч
Но просто я не уверен, что 70 тысяч. Да. Были оценки раньше, вот я слышал, 45 тысяч назывались вооруженных отрядов. Да. Может, конечно, как бы Юрий Шамильевич лучше меня знает, да, сколько их было реально, да, сколько сейчас их. Да. Вот. Но вот для обороны этой территории достаточно при наличии авиационной поддержки со стороны США, вот это важно, да. Вот. Посмотрите, как ведут бои в том же самом Ираке. Да. Американцы оказывают даже артиллерийскую поддержку. Да? То есть вот при наличии поддержки этого достаточно. При наличии поддержки. Да? Но если эта поддержка не будет оказана, плюс ко всему, вот в чем проблема Ирака? Проблема Ирака в том, что там проживает население, которое настроено, скажем так, не прокурдски. Да? Вот. И как эту территорию удержать? Да, можно, конечно, говорить, мы выражаем интересы всех населения, которое там проживает. Но, вы понимаете, я не очень уверен, что жители Ирака хотели бы присоединиться, например, к Раджаве. Вот я в этом не уверен, например. Поэтому если население, население дружественное, да, то нужна одна численность для обороны. Но если население выступает против, то, вы знаете, здесь можно войск потратить очень много. В чем проблема курдов? Вы понимаете, курды тоже чувствительны к потерям. Если, например, сейчас в Ираке, а потери в Ираке большие, будут значительнее, то совершенно не факт, что курды удержат те территории, которые они контролируют сейчас. Вот мое ощущение такое. Курды сейчас вышли на уровень максимального контроля тех территорий, которые могут контролировать. Скорее всего, территория контроля курдов будет уменьшаться, потому что далеко не все территории имеют к ним прямое отношение. И те люди, которые там проживают, не очень, может быть, хотели, чтобы их управляли даже прикрываясь тем, что мы выражаем интересы всей территории, чтобы этим курды занимались, понимаете? Поэтому, скорее всего, территория контроля курдов будет сокращаться. Я не уверен в том, что Рака будет к ним относиться. Скорее всего, Рака к ним относиться не будет, понимаете? И поэтому возникает вопрос бессмысленности тратить жертвы курдов на освобождение Раки. Потому что это нужно кому? Это нужно только американцам. Понимаете? Вот поэтому что такое 70 тысяч? Армия, сирийская национальная армия, которая сейчас активно воюет, вот это приблизительно такая численность. Можно там 100 тысяч называть, да. Не, ну это да, но те, кто активно задействованы в боях, это приблизительно вот такая численность, понимаете? Это соизмеримость сирийской национальной армии, это немало. Какая численность была у вооруженных отрядов протурецких? 65 тысяч называли, понимаете? То есть вот это соизмеримые силы, это соизмеримые силы, понимаете? То есть я скажу, что вооруженных отрядов курдов их немало. Другой вопрос, что им мешает реально воевать? Им мешает то, что у них крайне мало тяжелой техники. Вот чем выигрывает сирийская армия? Потому что она может, имеет там больше артиллерии, танков, понимаете? То есть вот то, чем воюет обычная армия. Те отряды сирийские, которые курдов имеются, да, они все-таки в полном объеме это не имеют, и они вынуждены использовать поддержку США. Если США поддержку убрать, то территория сокращаться будет достаточно быстро, контроля курдов. То есть курды контролируют территорию благодаря поддержке США. И если США уменьшит свою поддержку, начнут играть, например, на сближение с Эрдоганом, в этом случае территория будет сокращаться. Поэтому я считаю, что то, что курды сейчас гибнут в Ираке, я считаю, это ошибка руководства сирийских курдов. Сирийские курды должны были окружить, но не должны были идти в Раку. Вот мое личное убеждение. То есть они реально сейчас воюют за американские национальные интересы. Но я не уверен, что американцы их не предадут просто. А их уже предавали. Вот зачем это курды делают, я не знаю. Вот, может быть, мой коллега лучше знает. Но я считаю, что это все-таки ошибка. Я где-то согласен. Я скажу честно и откровенно, я, в принципе, небольшой сторонник РПК и ПЭД. И у меня тоже много вопросов в этом отношении. Но то, что касается курдов в Сирии, поддержки США, если вы обратили внимание, несмотря на там отдельные инциденты там, между сирийской армией и курдами, то в основном-то курды не против сирийской армии не воюют, они воюют против ИГИЛ. Что тут плохого, если с общим врагом воюешь при помощи там кого-то? Тут, мне кажется, претензий со стороны сирийских властей к курдам не может быть. Но сирийская армия тоже там воюет благодаря там Ирану, да, и вот Россия помогает. Вот тут против, как говорят, против ИГИЛ, да? А курды воюют с ИГИЛ, американцы помогают. Пожалуйста, еще вопрос. У вас вопрос был, да?
بداية بدي أشكركم على هذه الكلمات وأود أن أقول أنه أنا فراس درويش من السفارة السورية. Представьтесь, пожалуйста, кого вы представляете? Фирас Дарвиш из посольства Сирии. Посольство Сирии, да. كان بيودوا السيد السفير رياض حداد أن يحضر اليوم لهذه الطاولة المستديرة، ولكنه لا يزال في الأستانة، لم يأتي إلى موسكو. كان بودي أن لو كان الاجتماع اليوم أو غدا أو بعد غد كان بودي أن يحضر. Господин посол доктор Рияд Хаддад хотел присутствовать на данной конференции, но так как он еще находится в Астане, не смог. Если бы была конференция за день или попозже, бы присутствовал. تحدث السيد نبايف عن موضوع أنه الأكراد هم الوحيدون الذين يقاتلون داعش في سوريا. Господин Набиев говорил, что курды, они единственные, кто сейчас воюет против ИГИЛ в Сирии. أود أن أقول له أن الجيش العربي السوري منذ البداية منذ ظهور داعش وجميع الجماعات الإرهابية التي تدعمها تركيا وأمريكا وفرنسا وبريطانيا وبعض الدول الخليج، الجيش العربي السوري هو الوحيد الذي طرد داعش من تدمر بمساعدة القوات الروسية، ولم يكن هناك أي دور للأكراد في هذا الأمر. Хочу сказать, что сирийская армия в самом начале, когда начали эти все вооруженные и террористические группировки, и воевал против них и во всех областях Сирии и в Пальмиру, но там не было никакой роли для курдов. Пожалуйста, вопрос в чем заключается? Переведите. Вопрос в чем заключается? Он просто отвечает, объясняет. Ну, мы, в принципе, знаем эту позицию. Ведь дело в том, что если есть какие-то вопросы к выступающим, пожалуйста. На что он... بس أنا حاب بدي أضيف بس ثلاث توضيح أنه أمريكا أي تقدم للجيش السوري بترافقه فورا ضربة عسكرية لدعم المجموعات الإرهابية داعش والجماعات الإرهابية الثانية. وموضوع الاستفتاء اللي حكى عنه أنه ب 25 أيلول، بس حابب أذكره أنه بكل قرارات الشرعية، كل قرارات الصادرة عن مجلس الأمان وعن اجتماعات جنيف والأستانة تنادي بوحدة وسلامة وسيادة الجمهورية العربية السورية، وحتى هذا الموضوع تم الاستفتاء فهو مرفوض من قبل الشعب السوري. شكرا. Я просто хочу выяснить здесь любой успех, который сирийская армия там обладает, сразу сопровождается нападением США и агрессией США против сирийской армии. Любой успех армии. Тоже хочу сказать, что вы говорили о референдуме, который состоится 25 сентября. Я хочу сказать, что все международные нормы говорят о том, что о целостности Сирии. Референдум. Можно два слова буквально скажу и как бы перейдем дальше, хорошо? Нет, смотрите. Вопроса значит, нет. Вы знаете, нет, позвольте, Владимир Владимирович, спасибо вам за разъяснение. Давайте снова перейдем к вопросам. Пожалуйста. Курдский канал Рудав Камис Шаддади. У меня вопрос, если можно, ко всем выступающим. Что ожидалось от астанинского раунда, последнего, пятого, и в чем все констатировали, что она практически провалилась? А что там должно было произойти? К чему должны были прийти Россия, Турция, Иран, когда вы говорили, что у них совсем разные цели и задачи? Это раз вопрос. Второе. Турция уже не одна неделя, как сказать, настойчиво заявляет, что готова провести военную операцию по взятию Африн, а дальше еще Идлиб.
Вы сказали, что Шойгу, скорее всего, защищала интерес России. Тут нет сомнений. В Стамбуле о чем договорились, что после сразу поездки Шойгу в Стамбул Эрдоган напрямую сказал, что мы готовы провести операцию по взятию Африн, и к чему это приведет? Почему до сих пор нет, например, официальной позиции России по этому поводу? Россия как страна-гарант, как все утверждают, что гарантом является целостность Сирии, а официальной позиции до сих пор нет. Как вы считаете, если, пока еще не зашла, поэтому будем говорить, если Турция все-таки зайдет в Африн, то есть будет расширять, как вы уже говорили, что свою позицию, то есть в сторону Запада, до Идлиба, это уже договоренность в Астане, уже, то есть, что Турция будет контролировать север от Фрата, Иран юг, Россия там Дамаск и плюс центральная часть, а остальное еще то, что Дейр-Азор и все остается пока еще под вопросом. Вот конкретно, какова была договоренность до Астаны и почему в Астане не могли договориться? И какова должна была быть позиция России по Африн? Давайте по очереди. Так это вам вопрос был, Владимир Валерьевич. Не, пусть начнет, а я потом. Тебе? Не, пусть начнет, а потом дальше. Насколько я понимаю, вот что определено более-менее, это конфигурация 3 зон. Там, вернее, 3 зон, действительно, южная не совсем, там еще ведутся переговоры. Но что касается северной зоны, то это вот фактическое состояние на сегодня. Это в основном вся провинция Идлиб, небольшая часть очень провинции Латакия и часть провинции Хама. Так вот, то, где сегодня происходит, так сказать, фиксация ситуации между правительственными войсками и войсками оппозиции, там как бы ее не называть. Но что касается Африна, например, он вот посмотрите на карту, он нигде не включен в зону деэскалации, поэтому здесь попытки присоединить сюда Африн и территорию щита Ефрата, я думаю, что они вряд ли будут приняты любыми другими сторонами переговоров, если бы это, например, было предложено Турции. Это действительно будет другими расцениваться всеми, как шаг к расколу сирийской национальной территории. Вот, в сущности, это то, что касается этой зоны деэскалации. Никакое ее расширение, я думаю, не планируется здесь. Да. Давайте. Чего? Уже, понимаете, вы уже много вопросов задали, у нас времени не остается. Давайте пусть ответят на предыдущие, а потом вы посмотрите, может быть, Да, подождите, может быть, может быть, Евсеев. сейчас Владимир Валерьевич ответит на то, что вы хотите спросить. Вот смотрите, давайте посмотрим, как вот развивались события в мае. В мае встретились 2 президента. Реджеп Эрдоган, Владимир Путин. Приняли решение по созданию зон деэскалации. Это было проведено через астанинский формат. Сразу. Если бы сейчас Шойгу договорился, например, о том, что Россия сдает Африн, то, наверное, в астанинском формате ничего не было проведено. Далее, для того, чтобы взять Африн, нужно сформировать группировку войск. Тут уже говорили о 10 тысячах, например, отрядов, которые готовы его оборонять. Группировка войск, могу вам сказать, должна быть сформирована не менее 50 тысяч для освобождения Африна. Эта группировка войск должна быть сформирована, развернута, и это должно быть к боевым действиям, быть готово. Далее, ведь посмотрите, что еще не состоялось, и что планы Реджепа Эрдогана ставят под очень большой вопрос. О том, что 2 президента России и США не встретились.
И они будут опять говорить по Сирии. О чем они договорятся? Я не думаю, что будет какой-то прорыв. Но вы сами понимаете, и Россия, и США выступают за то, чтобы Африн никому не отдавать, Турции не отдавать. Зачем российские военные подразделения присутствуют в Африне? Ну, не для того, наверное, чтобы этот Африн сдавать. Могу сказать, что когда были введены в Мадбидж подразделения спецназа России и США, это были для развода. Это фактически для этого они там и находятся, понимаете? Поэтому никто не собирается Африн сдавать Эрдогану. Вот я не вижу для этого никаких возможностей. То, что Эрдоган пытается выдавать встречу как бы в свою пользу, это совершенно понятно. Но из этого совершенно не следует, что эта территория действительно будет передана Турции. Что хотела Россия? Россия могла поговорить, например, в лице Шойгу, поговорить, например, об Идлибе, что Россию действительно интересует. То есть прекращение, положим, оказания помощи боевикам через провинцию, через Идлиб и так далее, для России это интересно. Могли поговорить о той зоне буферной, которая сейчас существует реально. Но это не говорит о том, что Россия ездила договариваться о сдаче Африна. Потом посмотрите, ведь если бы даже Россия, гипотетически рассуждаю, даже пошла бы на это, да, ну для этого должны быть безумно важные какие-то дивиденды. А что может Турция предложить России, для того, чтобы Россия сдала Африн? Что она может быть? Вывести свои войска из той зоны буферной, которую она контролирует? Ну, вы понимаете, как бы нужно предлагать то, что ты можешь, например, реально сделать. Ну, например, может ли Турция освободить Ирак? Не может. Это невозможно просто. Может ли Турция освободить Идлиб? Тоже не может, если говорить уже объективно. Она может только уменьшить, положим, оказание помощи через границу или, положим, уменьшить поддержку, и все. Она же до конца все равно их не контролирует, вот эту зону. Поэтому, вы понимаете, нужно быть реалистами. Я думаю, никаких планов по сдаче Африна нету. Россия ни на какие планы такие Турции не идет. А Турция попытается оказывать давление, что якобы Россия согласилась сдать Африн. Я думаю, это не соответствует действительности. Просто я Хорошо, не вижу, давайте мы с этим закончим. Я думаю, да, вопрос ясен. Еще есть у кого-то вопрос? Всем же задан был. А у нас времени не останется тогда для других вопросов. Если не будет вопросов, мы тогда будем продолжать. Регламент каждому нужно Да, я давать. Есть еще одно вопросы? предложение сделаю. Есть вопросы по существу? Давайте. Если останется время, мы продолжим говорить об Африне тогда. Я думаю, что неудачные, неуспешные переговоры, пусть даже долгосрочные, лучше, чем благополучные перестрелки. Вот у Громыка была такая фраза: лучше десятилетние безуспешные переговоры, чем один день войны. Вот есть ли у экспертов такой вариант развития событий, который устроил бы всех участников одновременно? Принципиально, есть такой вариант развития событий? Участников У кого? кого-нибудь Участников из круглого экспертов. стола или У кого-нибудь. участников конфликта? У экспертов, которые могли бы предложить кому угодно идеальный вариант развития, который бы устраивал всех участников сегодняшней ситуации в Сирии. Кому вопрос? Потенциально. Кто сможет ответить? Я начну. Давайте, у кого есть идеальное решение сирийской проблемы? Вопрос такой, конечно, гипотетический и важный, между прочим. Как найти такой компромисс или консенсус, который устроил бы всех в решении сирийского конфликта? Я считаю, что на данный момент такой консенсус невозможен, к сожалению, поскольку интересы, вот о чем мы все и говорили, интересы у всех игроков, которые так или иначе затронуты в сирийском конфликте, они разные. И найти какое-то вот общее решение на данный момент, я считаю, невозможно. Либо это будет уступка или даже сдача своих позиций полностью. Вот тогда, да, тогда будет найден какой-то, даже не компромисс, а это будет победа одной из сторон. Можно я два слова по этому поводу? Но я думаю, что между всеми участниками значит, такого идеального не может быть ничего, но тут надо иметь в виду, как участник, какой вес имеет в этом конфликте. И мне кажется, что тут очень важно, если придут к какому-то общему мнению Россия и США.
И завтрашняя встреча, значит, президента Путина с Трампом, мне кажется, или найдут какой-то компромисс и не сдадут ничего, или же это продолжится до тех пор, пока созреет ситуация для других компромиссов. Хотите что-нибудь добавить по этому вопросу? Нет? Нет, да? Хорошо. Не будем, потому что мы так много говорили. Так, есть, больше нет вопросов, да? Еще вопрос? Один вопрос. Ну, давайте, один. Один вопрос. Все-таки какова экспертная оценка к тому, что в Африне не смогли договориться, то есть в Астане не могли договориться по зонам деэскалации, когда Путин и Эрдоган об этом уже договорились. Вот в чем была причина? Кому вопрос? Ну, давайте я что-то. Вот смотрите, значит, когда договаривались, была речь о 6 зонах. Они были названы, эти 6 зон были, но вы понимаете, эти зоны были не очень четкие. Вот, например, освобождение восточной части провинции Хама. Он как бы снимает вопрос о какой-то там зоне. То есть я понимаю, что сейчас просто речь идет о том, принципиальный вопрос о зонах был, границы зон некоторых можно было уточнить или можно было поменять, да? Но самое главное, понимаете, надо было вот заморозить. Заморозить тоже везде не получается. То есть, и поэтому с этой точки зрения я не вижу прогресса. Прогресса от мая, от того, когда эти были сказаны, что есть такие зоны. Вот если бы был какой-то прогресс по зонам, то тогда можно было говорить об прогрессе астанинского формата. Потому что, вот буквально, Дима, я считаю, что основная вина на том, что не было успеха в Астане, это вина Турции. Турция взяла на себя обязательства. Она говорит, у меня есть там 65 тысяч боевиков, которых я контролирую. Я обеспечу вот в этих зонах порядок. Турция свои обязательства не выполнила, поэтому успеха в Астане не было. Вчера было заявление Лаврентьева, который сказал о том, что в 2 зонах, это в Гуте, договоренность есть, а по Идлибу у турков есть вопросы. Вот они их будут обсуждать дальше, в том числе 1-2 августа. А? Да. Вопрос в границах и в деталях. Как они считают, в чем именно был камень преткновения, в чем было, что турки не могли договориться? Какое мнение? Мы не услышали ваше мнение. Только не смогли договориться? Ну, Камис, Нет, мне кажется, что очень много делается, не афишируя. И вот, допустим, те же примеры, когда Россия и США недавно в Иордании, в Аммане встречались, ведь никто не знает, о чем они там договорились или не договорились. Но сегодня утром было заявление Тиллерсона, госсекретаря США, по поводу повестки дня переговоров между Путиным и Трампом. И там они, значит, США выдвигает, вот, ну, я точно не помню, но так перескажу, что зоны безопасности, если Россия согласится, то вместе, там, чтобы это обеспечивать, там, гуманитарные вещи там, и так далее, и тому подобное. И поэтому я говорю, давайте до завтрашнего дня подождем, там, результат переговоров между Трампом и Путиным. И потом эта пища для дальнейшего там, анализа появится. Можно 2 слова? Давайте последние 2 слова. Последние 2 слова. По поводу переговоров в Астане. Ведь здесь вопрос не только, как будут, так скажем, где будут границы вот этих вот зон деэскалации, как будут размежевываться силы оппозиции радикальной. Здесь вопрос стоит в том, что сама эта вот постановка вопроса о создании зон деэскалации, она используется действительно Турцией. И Турция, это прежде всего Турция используется. И Турция будет продолжать это использовать. Это совершенно очевидно, поскольку она, собственно, контролирует практически
ну если не все, то 90% тех вооруженных группировок, которые принимают участие в переговорах. Естественно, Турция будет это использовать. Но здесь я хотел бы обратить внимание еще на один аспект вот этих переговоров по поводу зон деэскалации, поскольку они имеют два момента, и позитивный, и негативный. Позитивный, да, замораживание конфликта в этих зонах деэскалации для сирийской армии, да, вот здесь говорилось, это действительно позитивно, поскольку могут быть они передислоцированы и бороться против ИГИЛ. Но есть другая сторона, то, что в этих зонах деэскалации, допустим, создаются местные власти, органы власти, и кто будет контролировать эти местные органы власти, от этого во многом зависит сама ситуация, что собой будет представлять эта зона деэскалации. То есть, о чем я говорю, есть опасность раскола уже Сирии или расчленения Сирии по этим зонам безопасности. И об этом тоже думают. Поэтому вот здесь вот это комплекс проблем, которых нужно решать. Спасибо. Все, спасибо. Спасибо всем за участие. От вашего имени позвольте поблагодарить наших экспертов за интересное выступление. Всего доброго.